Presiden Rusia Vladimir Putin mengumpulkan para pejabat keamanan negara itu. Pertemuan dilakukan dengan para kepala Badan Keamanan Kementerian Pertahanan, Staf Umum dan Dinas Keamanan Federal atau FSB untuk membahas situasi di wilayah Kursk. Pertemuan dilakukan menyusul serangan mendadak 30 tentara Ukraina dengan 11 tank dan 20 kendaraan lapis baja yang menyerang perbatasan di daerah Nikolayevo, Darnio, dan Olesnya pada Selasa 6 Agustus 2024 lalu. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Blosov, Sekretaris Dewan Keamanan Sergei Shoigu dan Direktur FSB Alexander Bortnikov hadir langsung dalam pertemuan itu. Sementara Kepala Staf Umum Valery Gerasimov berpartisipasi dalam pertemuan tersebut melalui video. Добрый день, уважаемые коллеги. Прошу доложить ситуацию, которая складывается в Курской области по линии ваших ведомств. Начальник генерального штаба находится сейчас на одном из пунктов оперативного управления, да, уже по видеосвязи. А затем Сергей Кужегинович расскажет о результатах своей поездки в Иран и в Азербайджан. Пожалуйста, Валерий Алексеевич. Товарищ Верховный Главнокомандующий, 5 часов 30 минут 6 августа подразделения Вооруженных сил Украины численностью до 1000 человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Судженского района Курской области. Действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено. В настоящее время подразделения группировки «Север» совместно с пограничными органами ФСБ России продолжает уничтожать противника в районах, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе. Потери противника составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми и 215 человек ранеными. Уничтожено 54 единицы бронированной техники, в том числе 7 танков. Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Доклад закончен. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.